Здравствуйте, дорогие якутяне! В эфире новости без цензуры и пропаганды от фонда «Свободная Якутия». Старый самолет лучше новых двух. Торбозное радио сообщает о том, что авиакомпания «Якутия» объявила тендер на закупку 52-летнего самолета Ан-24 за 35 миллионов рублей. Судя по условиям, он проводится под конкретный самолет, так как к нему прописаны крайне детализированные требования. Например, левый двигатель не ранее 65-го года выпуска, правый не ранее 74-го и не более 11 проведенных капитальных ремонтов. Помимо 30 миллионов рублей, Полярная авиалиния дополнительно понесет расходы на доставку самолета до места назначения и его перекраску. Вот такое вот импортозамещение по-русски. Но почетную воздушную работу вышел новый крылатый труженик Ан-24, созданный талантом советских конструкторов, инженеров, техников и рабочих. Телеграм-канал Мэш опубликовал видео, где больше 200 машин застряли на переправе Якутск-Нижний Бестях. Парома нету уже сутки. Люди жалуются, что заканчивается еда, вода и бензин. И все это на 30-градусном морозе. О том, что будут задержки или сбои в работе, информации не поступало, и никто не был готов к такому повороту событий. Якутия заняла второе место по объемам промышленных отходов. Предприятия региона произвели около 720 тонн мусора. Часть из них, безусловно, сливается в реки Якутии, что сказывается на экологии и образе жизни местного населения. Мы ранее уже рассказывали, что жители села Угаян уже не пользуются Алданом как источником питьевой воды из-за многочисленных загрязнений. Российские алмазы включат в новый 12-й пакет санкций Евросоюза, об этом сообщает ряд официальных источников. Экспорт алмазов приносит России около 4 миллиардов евро ежегодно. Ожидается, что наши алмазы заменят камни из Канады и Ботсваны. Минфин Российской Федерации прокомментировал, что введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка. Сильнее всего они ударят по уязвимым слоям населения. На этом все. До скорой встречи.